Вообще, в отличие от города, дети всегда они у отцов чему-то учатся в деревне. Как шутит заслуженный деятель искусств Рустам Мухамедзянов, эта фотография почти что популярный слоган. Только вместо «папа может» мы можем. Вместе. Будни механизаторов он снял в одной из деревень Пестричинского района еще в 1982 году. И таких кадров со старых фотопленок у профессионального фотографа тысячи. Самые уникальные попали на выставку, посвященную столетию ТАССР. У меня был какой принцип вообще, так сказать, такой прежде, но он и сейчас вроде, что не снимать фотографию такую однодневную, хронику, да, а чтобы она отражала какой-то, значит, ну, допустим, если доярка, чтобы не просто была конкретная Нафиса доярка, да, а чтобы отражала, значит, вот технологию, отношение к животным домашним и к труду. Всего выставка собрала 4 десятка уникальных фотоснимков. Все они о жизни в ТАССР. И это не крупные политические события или громкие встречи, а повседневная жизнь татарстанцев. Кадры, содержащие хронику прошлого республики, собрал и фотокорреспондент Татаринформа Рамиль Гали. Это последний митинг возле оперного театра. В каком смысле последний? Последний при ТАССР. Да? Все хотели республику Татарстан, и за это потом проголосовали, по-моему, депутаты, и мы стали Республикой Татарстан. Выставку разместили в парке Горького. Он такой же символ сразу для нескольких поколений. Когда мы подбирали работы, я тоже думал о том, что каждый проходил через эту аллею малышом, родителем, там, дедушкой, и всегда это у него какие-то эмоции возникали. И поэтому мы хотели, чтобы эти эмоции вспомнились у людей, им стало тепло от того, что в этой республике они живут. И такие моменты прошлого, как живые, прогуливаясь в парке, любой желающий сможет увидеть еще в течение месяца. Рамиль Шайдуллин, Юлия Муратова, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.